Итак, добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать очередной мастер-класс, как вот сшить такую кокеточку с накладным воротничком. Я ранее создавала уже выкроечку, ссылочку оставлю внизу в описании. А на этом ролике у меня будет полный процесс, как собрать саму кокетку. Так что смотрим дальше, и мы начинаем процесс. Но, не забываем подписаться на канал и поставить лайки. Итак, друзья, если вы помните, я ранее создавала вот такую вот выкроечку. Вот выкроечку, это круглая кокетка, это накладной воротник. Создавала я ранее, ролик имеется у меня на канале, ссылочку оставлю внизу в описании. Вот такой вот накладной воротничок на кокетку у нас получается. Я его просто нарисовала. И смотрите, так как воротник будет с двух сторон кокетки, вот так вот, получается у нас вот такой вот воротничок. Поэтому нам нужен с одной стороны две штучки, то есть лицевая и изнанка, и с другой стороны. Но так как здесь линия сгиба, вот, линия сгиба на кокетке, она раскрывается, то нам, получается, нужна только две детали самой кокетки. Итак, смотрите. Итак, обратите внимание, вот у нас две кокеточки. Вот. Получается, одна для лицевой стороны, а другая для изнанки. И вот два воротника тоже здесь два слоя. То есть одна из них изнанка, а другая лицевая. Вот в две стороны. Я все это выкроила, оставляя припуск на шов. Для начала мы вот эту основную кокеточку убираем в сторонку. Нам нужны вот эти вот воротнички. Ставим их лицом к лицу. Вот так вот. Можно заколоть булавкой, можно сметать. И мы должны ровно вот этим вот краю, оставляя припуск на шов, только нижнюю часть, вот так вот, прострочить на машинке. И с этой, смотрите, вот так вот по линии. И со второй. Так что сейчас я прострочу и покажу, что дальше. Вот смотрите, я только по нижней части вот так вот, по вот этому чертежу, так вот прострочила с обеих сторон. То есть два воротника, оно сейчас лицом к лицу. И наше дело сейчас вот здесь, где у нас закругленные части, подставить насечки. Вот этот треугольничек вырезать и развернуть. Разворачиваем. Нужно вот здесь заправить и приутюжить. Вот я развернула, теперь мне это нужно все аккуратненько сметать и приутюжить. Вот я сметала и проутюжила наш накладной воротничок. Теперь нам нужно это вот так вот убрать. Берем мы нашу кокетку уже лицом к лицу. Вот так вот. Это у нас лицевая сторона. Подставлю. Вот. Лицевую сторону к лицевой. У нас тут две кокетки. Вот так вот. Перед тем, как ставить нам вторую, нам нужно подставить наши воротнички.
Вот здесь я поставила наклеечку середина кокетки. И к этой середине ориентировочно вот так вот подставляем нашу кокетку. Вот наша кокетка. Теперь подставляем наши воротнички. Ориентируясь на середину наклеечки. Вот так вот. Можно сметать, а можно просто заколоть булавками, что я сейчас буду делать. Вот я просто заколола булавочками. Сейчас вот здесь вот прострочу по кругу шов и уберу сметки. И дальше покажу, что как дальше пришивается, то есть подставляется наша вторая кокеточка, также лицом к лицу. И нужно будет ее также ровно по тому шову, который мы сейчас делаем, опять пришить. Вот смотрите, соединила я одну часть кокетки с воротниками нашими накладными. Теперь мне придется подставить второй воротничок, вторую кокетку, тоже лицом к лицу. И соединяя наши... Ну вот, мы завершили, соединив вторую тоже нашу кокетку. А теперь нам нужно подставить наклеечки. Вот мы подставили наклеечки везде. Теперь нам нужно развернуть в одну сторону, вот так вот, и все это сметать. Ну вот такая вот кокеточка с накладным воротничком у меня получилась. Попробуйте, не пожалеете. Сам воротничок мне очень нравится, такой вид, тем более с накладными вот этими вот воротничками сейчас очень актуально. На них очень такой вот хорошенький спрос идет. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, понравился ли вам такой вид кокетки или нет. И какой бы еще вот новый хотели бы, чтобы я вам показала. Ну и, конечно, не забываем подписываться на канал. Всем спасибо и пока-пока.